Стәрлетамак районы, Күсәрбәй авылы, бай тарихлы, тиң булмаган шәхестәр, кунаксыл кешеләргә мул булган авыл. Тормышка үзенчәлекле караш белән яшәйдәр Күсәрбайдар. Күсәрбәй авылы, Айык авыл 2020 конкурсының муниципаль этабы еңеүчесе. А предшествовало этому успеху кропотливая работа и колоссальная конкуренция и желание победить. Ведь в муниципальном этапе конкурса в Стерлитамакском районе приняло участие 55 населенных пунктов из всех 20 сельских поселений. А это, на секундочку, ровно половина всех населенных пунктов района. Флешмобы, акции, рейды, зарядка на открытом воздухе, культурные мероприятия, возрождение славных традиций и даже древних ремесел. Только в социальных сетях ВКонтакте с хэштегом «Трезвое село Стерлитамакский район» на момент создания ролика было опубликовано более 600 постов. Безнең Стерлитамак районы халкы Айык авыл 2020 конкурсында бик әүзем катнаша. Был еңүчеләр республика этабында ла еңүчеләр рәтендә булыр дип уйлайбыз. Кучербаевцы всерьез заинтересованы в том, чтобы их односельчане не употребляли спиртные напитки, вели здоровый образ жизни, жили духовными ценностями. Кучербаевы живут дружные, трудолюбивые люди, для которых важно сохранить здоровье, привить детям ценности трезвого образа жизни. А это возможно лишь при правильных привычках, стремлении развиваться и идти вперед. На это и направлены все меры. Так, с завидным постоянством проходят в Кучербаево спортивные состязания для детей и взрослых. На регулярной основе проходят фестивали ГТО, а у любителей скандинавской ходьбы даже есть своеобразный клуб. Для людей преклонного возраста пройти пару километров в день – это уже норма жизни. Как результат, смертность в населенном пункте снизилась в 7 раз. В местном ФАПе в основном только профилактические приемы. И это радует. Здесь особый культ дерева и отношение к экологии. В минувший весенний и осенний сезон по посадке саженцев молодых сосен принимало участие более 200 жителей, при том, что население деревни чуть менее 350. Забота о трезвой жизни для кучербаевцев в последние годы особенно актуальна. Уже несколько лет подряд на улицах не встретить пьяного человека, а в местном магазине забыли, когда на полках можно было купить алкоголь. В деревне наблюдается здоровая конкуренция по благоустройству дворов и придомовой территории. Деревня хорошеет на глазах, преобразился внешний вид домов, улиц, и это плод усилий каждого жителя. Немаловажную роль в правильном укладе жизни играет и духовное просвещение. По пятницам в местной мечети не протолкнуться. Кучербаевцы чтут национальные обряды и праздники и многие другие. Каждый семейный праздник становится общим для сельчан. Работники культуры тоже не дают скучать. В местном СДК функционируют творческие коллективы. В библиотеке проходят кружки по интересам, а каждые выходные и праздники здесь организуются концерты. Правда, с учетом ограничительных мер население стало активно осваивать онлайн-форматы. Так, Флюра Зайнуловна Акчупанова более 20 лет мастерит неповторимые ковры ручной работы с национальным башкирским орнаментом. Она собрала вокруг себя желающих перенять этот опыт и даже записывает видеоуроки и делится мастерством со всеми, вне зависимости от места проживания через интернет. А совсем недавно она стала победителем гранта главы Республики Башкортостан. Ее работы уже украшают гостиный двор и Национальный музей Республики Башкортостан. Трезвый образ жизни сказался и на демографической ситуации. Уже в ближайшее время здесь распахнутся двери долгожданной группы для школьников на 20 мест. С созданием дошкольной группы появится возможность внедрения воспитательных и образовательных программ и на родном башкирском языке. Тем более, что в Кучербаево активно выдаются новые земельные участки для молодых семей, а трезвые свадьбы здесь – это вообще настоящий тренд. В местной школе уже со школьной скамьи ведут профилактику алкоголизма. Непьющая деревня в радость и местному бизнесу. Нехватка рабочих после выдачи очередной заработной платы уже в прошлом. Авыл yerinde эшләйм дигән кешегә эш һәрвакыт талап бар. Айык булып, ең һызганып эшләргә кирәк. Кучербаевцы – активные участники республиканских конкурсов, акций, флешмобов и грантовых проектов. Они активно привлекают меценатов в благоустройство села. Участвуя в данном конкурсе, главная цель – стать примером, как можно отказаться от пагубных привычек, и село уверенно шагнет вперед. В случае успеха на конкурсе планируют средства направить на благоустройство села. Например, сделать более комфортным проезд к местному кладбищу, в котором покоятся односельчане Аралбай и Кучербай Акчупановы, основатель деревни и легендарный герой. Глядя друг на друга, люди здесь стремятся прожить свой день ярко, красиво, интересно, насыщенно. Они работают, строятся, живут полной жизнью. Оттого и счастливы.